Здравствуйте, уважаемые родители, педагоги и ученики. Добрый день. Сегодня особый праздник. Сегодня мы прощаемся с основной школой. Более 20 тысяч школьных звонков услышали мы за 9 лет учебы в ней. Первый школьный звонок пригласил нас на самый первый урок. А последний возвестит о том, что мы вступаем в новую взрослую жизнь. Дорогие выпускники, родители и ученики, мы предоставляем слово завучу нашей школы Молевой Жанне Александровне. Я не могу. Родители и коллеги, собравшиеся. Что я хочу сказать нашим сегодняшним именинникам? Конечно, к этому дню мы шли очень долго. Шли все вместе. Мамы, папы, бабушки и вы. Шли с переменным успехом. Но все-таки сегодня, в день последнего звонка, конечный этап уже виден. Уже виден впереди аттестат, уже хочется думать о будущем, уже есть какие-то планы. И это приятно. Но я предлагаю вам сейчас вспомнить о том, сколько за эти 9 лет исписано тетрадей, сколько сломано линеек, потеряно карандашей и ручек, сколько прочитано книг. И самое приятное то, что все-таки, несмотря ни на что, несмотря на некоторые неудачи, несмотря на какие-то ошибки и промахи, мы с вами подошли к этому дню, к этому радостному дню. И количество собравшихся здесь людей говорит о том, что вместе с вами сегодня хотят порадоваться и ваши друзья, и ваши родственники, и ваши знакомые. Мы поздравляем вас с этим праздником. Это первый праздник вашей школьной жизни. Но мы надеемся очень, что этот праздник первый, но не последний, потому что ждем большинство из вас все-таки 10 класс. И надеемся, что через 3 года в этом же зале мы встречаемся и вручаем вам аттестаты об окончании гимназии. А сейчас у вас остался впереди самый сложный этап и самый сложный шаг. Нужно сдать выпускные экзамены. Экзамены серьезные, экзамены сложные, но мы верим в вас, верим в то, что вы успешно их сдадите, и у вас останутся приятные, добрые воспоминания о школе и о учителях. А сейчас, заканчивая свою речь, я хочу пожелать 9 А и 9 Б классу ни пуха, ни пера на экзаменах. Кто детей любил, ласкал, кто ночей не засыпал, кто за них тревожился, а порою строжился. От имени родителей выступает Торгованова Татьяна Владимировна. Дорогие наши учителя, много теплых слов хочется вам сказать. Мы, родители, вам очень благодарны. Спасибо за ваш добрый труд, за любовь, заботу о наших детях. Мы знаем, как непросто быть учителем, особенно в наше время. Благодарим вас за терпение, за материнское отношение ко всем, за багаж знаний, которые дети имеют благодаря вашим усилиям. Мы желаем вам крепкого здоровья, хороших учеников и всех жизненных благ. Нелегкий труд достался вам, он много требует терпения, ведь каждый понимает сам, детей, что значит обучение. Пока тянулся день рабочий, вы заменяли детям мать. И вот сегодня каждый хочет за все спасибо вам сказать. Дорогие ребята, вас ждет первый серьезный экзамен, где вы покажете свои знания, умение собраться с мыслями в ответственный для вашей жизни момент. Мы надеемся, что вы порадуете своих учителей и родителей успешной сдачей экзаменов. Мы желаем счастливой дороги, и пусть эти экзамены будут началом пути, который поведет вас к вашей мечте. Удачи, успехов, здоровья, оптимизма и верных друзей.
первый учебник, и первый урок, и первый заливистый школьный звонок, и первый наставник, наш первый учитель, кто дверь нам открыл на дорогу открыть. Мы благодарим наших учителей, которые 9 лет назад привели нас в первый класс, научили читать и писать, решать простые задачи. Первый учитель 9 А класса Петрова Лидия Ивановна. 9 Б. 9 Б класса Антипова Валентина Ивановна. В следующем году последний звонок прозвенит у нынешних восьмиклассников, и сегодня они тоже пришли нас поздравить. Слово предоставляется ученикам 8 Б класса. В этом году мы хотим поздравить наших девятиклассников, которые заканчивают класс последний. Желаем им всего наилучшего. Надеемся, что со многими мы, конечно, встретимся в 10 классе, которых увидим еще. Надеемся, что мы в следующий год заканчиваем 9 класс, и надеемся, что многие из вас придут. И мы хотим подарить вам на 2 класса торт. До свидания, 9 класс. Я надеюсь, что вы, конечно, обращаетесь в 9 класс, но никогда уже больше не вспомните. Надеюсь, никто не останется. Вот. Поэтому мы просим подойти двух учителей 9 А класса и 9 Б класса и забрать этот торт. Лучше, чем классный руководитель своих ребят, не знает никто. Поэтому слово классному руководителю Шинкаренко Галине Александровне, Костровой Ларисе Николаевне и Лимоновой Валентине Владимировне. Дорогие коллеги, дорогие родители, ребята, сегодня в нашей школе очень торжественный, очень волнующий такой день. Сегодня наши ребята, для них прозвучит последний звонок, а это значит, закончилась очень важная пора в их жизни. И, наверное, сегодня с этим последним звонком они прощаются со своим детством. В нашем классе 30 человек в 9 А. Все они очень разные. Есть очень веселые, а есть грустные, есть пессимисты, есть оптимисты, есть скромные, есть не очень скромные, спортсмены, музыканты, художники. Каждый из них в отдельности это просто ангел, но все вместе это такая ядерная смесь невероятная. И поэтому сегодня я хочу сказать большое спасибо своим коллегам, нашим учителям, которые сумели в течение 9 лет эту атомную энергию сдерживать в рамках стенок класса и еще учить их разумному, доброму, вечному. И, конечно, я хочу сегодня сказать большое спасибо всем родителям. Я думаю, только Бог знает, сколько терпения, сколько сил душевных и физических вам потребовалось для того, чтобы довести наших детей, таких умных, красивых, добрых, до сегодняшнего дня. Ну, а девятиклассникам, конечно же, предстоит в ближайшие 2 недели всю свою эту ядерную энергию направить в мирных целях и продемонстрировать все свои таланты, явные и тайные, на экзаменах. И я думаю, что кто-то из вас подтвердит свое звание хорошего ученика, а кто-то приятно поразит нас на экзамене нераскрытыми до сих пор математическими и лингвистическими талантами. И я надеюсь, что на экзамене по эстонскому языку вы будете отвечать так, словно это ваш второй родной язык. А на математике задачи решите, ну как Архимеда и Пифагора. Но уж сочинение по русскому языку, ну, по крайней мере, как Лев Толстой.
Ни пуха вам, ни пера. Уважаемые выпускники, я хочу вас поздравить и стихами все ваши 9 лет соединить. И вот ступенька за ступенькой, за классом в класс, за годом в год, к вершинам знаний постепенно дорога школьная ведет. Желаю хорошо учиться на протяжении долгих лет, к мечте своей всегда стремиться, успехов в жизни и побед. Но вы с Ларисой Николаевной разделили поровну ваши школьные годы. Она вас учила 5, 6, 7 класс, ну а мне немножко досталось, 2 года. Ну что же, дорогой, маленький, эксклюзивный класс. Маленький, но удаленный. Вот сейчас Валентина Владимировна говорила про таланты, но там посмотрите, сколько сидит талантов. А у нас те же самые таланты. И каждый талант их втрое. Согласны со мной? Согласны. И учителя каждый представит, и каждый уже представляет эти таланты. Ну, мы шагали с вами долго. Вы в нашей школе 9 лет. А представьте себе, что вы сейчас получаете основное образование. Это фундамент вашего образования. И поэтому сейчас вы должны так сосредоточиться, чтобы этот фундамент у вас был очень-очень крепкий. Так вот, дорогие ребята, вы сейчас очень много слов услышали, но у нас еще самое главное – просто это прийти, когда в 1 класс, вы радостные такие вас встречали. Но самое трудное – это сейчас закрыть дверь этой школы. Но что хорошо, что вы, класс разделился. Мне нравится то, что мы много сделали экскурсий таких профессиональных. Я даже благодарю вот учителей профтехучилища, которые просто-напросто прорекламировали все свои специальности. И я хочу сказать, те ребята, которые у нас уходят, у них уже лежат заявления на хорошие специальности. И они не подведут нашу школу. Ну а та часть, половина нашего класса идет в 10 класс. И я надеюсь, что он войдется в один хороший, работящий класс и дойдут до 12 класса. Ну а сейчас желаю вам сосредоточиться, желаю вам крепких сил, физических и также умственных и духовных, для того, чтобы сдать экзамены. Ни пуха, ни пера. Пусть стороной пройдет ненастье и станет мир для вас светлей. Примите пожелания счастья от ваших маленьких друзей. Для вас поет вокальный кружок под руководством Галины Вильямсон. Может, красивее
опоздала? Во вторник. Садись. А ты чем опять недоволен? Уроки сделал или опять беседовал? Нет, а зачем? А у меня есть предложение. Какое? Сегодня бездельник, неделя, понедельник, жевать будут. Сегодня бездельник, неделя, понедельник, неделя начинается с работы, забот. Желание всех бездельников прожить с понедельников, с одними воскресеньями, неделю напролет. Подумаем. Да ваш ученик ходит, чтобы больше такого нет. Семенов послал СМС Николова, а я написала ему козел. Он новослов, я новослов. Так, как только в людей превратитесь в слово, тогда приходите опять на урок. Вон. Послушай, Светлана, сегодня ты выглядишь классно и клево. Потрясная челка и хвостик прикольный. И даже задачу списать на контрольный. Ну-ка давай, Сань. Полезным бывает. Полезно бывает в какой-то момент девчонке изящно сказать комплимент. Так, объясните мне, почему перед экзаменами вы не готовите уроки? Вот ты, Дима. Дошел к столу, чтобы все за стол и выполнить уроки. Но заметно не дошел и повернулись ноги. Иду к столу, чтобы все за стол и выполнить уроки. Но я полметра не дошел и повернулись ноги. Опять иду, чтобы все за стол, но вновь свернули ноги. Вот если бы до конца дошел, то сделал бы урок. Садись. Так, у нас экзамены на носу. Давайте сделаем проверку. Я все вопросы у вас спрошу, а вы мне скажете ответы. Первый вопрос по математике. Назовите числа в сумме, которые давали бы 10. Влад. 1 и 0. Молодец. Вопрос по биологии. Для чего служит микроскоп? Влад. Для микроб. Молодец. Готов к экзамену. Вопрос по математике. Сейчас на доске я напишу дробь. Свет. Как избавиться от знаменателя этой дроби? Расцветит гадкость доски. Правильно. Вопрос по биологии. Дима. Когда появились первые люди? И что это? Когда обезьян стали много работать. Молодец. Вопрос по химии. В каком состоянии бывает вода? Влад. В жидком, в твердом и газированном. Молодец. Вопрос по литературе. Каких писателей мы можем назвать классиками? Юля. Те, которые мы проходили в классе. Молодец. Вопрос по химии. Какие вещества не растворяются в воде? Влад. Рыба. Хорошо, готов к экзамену. Саша, придумай предложение со словами. Санки катался крутой. На санках катался крутой. Хорошо. Саша к доске. Начерти квадрат со стороной 10 сантиметров. А что это за квадрат с одной стороной? Садись. Ответ на 2. Ну все, вопросы мы проверили. К экзаменам вы готовы. С сегодняшнего дня мы прощаемся с учениками, которые решили продолжить свое обучение в училище. И вторая половина нашего класса решила подарить им подарок. Это японский будильник. Инструкция. Если у вас проблемы с просыпанием, то вам поможет будильник. Сначала он воет как сирена. Если вы все равно не встаете, звучит артиллерийский залп. Но если все равно продолжаете спать, на вас выливается стакан холодной воды. И если вы все равно не встали, то будильник звонит в училище и сообщает, что вы заболели птичьим гриппом. Ну и на прощание давайте придумаем теплые слова для нашей школы и для учителей.
школе тепло. Не от солнца бывает. А вот от них. Добрых, умных. Спокойно. Учителя наши. Высокий, достойный. В нашем 9 классе 30 человек, и все мы очень разные. Но у нас есть немного общего. Разрешите представить наш 9 класс. Thank you.
Дорогие выпускники, сейчас для нас прозвенит особенный звонок, не похожий ни на один ранее звучащий. Он как рубеж между детством и взрослой жизнью. Для кого-то это последний звонок. Особенно те, кто у нас уходит, вы поймите, у вас последний звонок. Последний Всё. звонок. Я вас не прощаю, не запомню. Не будет ни географии, не будет... А потом, вы что, не будет Молодцы. Да, ну еще раз для съемки. Если к нам сейчас повернуться. На экзамены вам ни пуха, ни пера. Молодцы. А вот теперь домой. На экзамен сидите. Я такая. Скажи маме большое спасибо, она молодец, очень хорошо, очень хорошо. Такие маленькие, такие смешные. Как они сегодня хохотали, себя разглядывали. Вы здесь? Ага. Пришли и просто умирали со смеху. Чья идея была повесить? У нас еще были газеты, но просто развалились. Это вот такое все это временное, поэтому отдельно фотографию. Такое штуку делаем. Задерживаю? Нет, я уже никуда не тороплюсь. Лена, большое вам спасибо. Цветы обалденные. Бликовать будет.